Добрый день, это Якутия-24, программа «Актуальное интервью», в студии Влад Давыдов. Сколько золота добыто в этом году в республике? Как пандемия сказалась на отрасли? И каковы перспективы развития золотодобычи в ближайшие годы? Об этом мы сейчас поговорим с министром промышленности и геологии Якутии Максимом Терещенко. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители. Скажите, пожалуйста, сколько золота, по данным, было добыто за 9 месяцев текущего года на территории региона? Какова статистика, каковы факты? Наблюдается ли рост добычи золота в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года? Хотелось бы отметить, что наши золотодобытчики действительно показывают очередные рекорды. Конечно, это связано со спросом на их продукцию, потому что если пандемия на кого-то повлияла отрицательно, то многие как раз и уходят в эти защищенные активы, одним из которых является золото. Поэтому по итогам 9 месяцев этого года нашими компаниями добыто более 30 тонн, а именно 30,7 тонн на территории республики. Это значимый рост к показателям прошлого года. И я отмечу, что такая динамика наблюдается с первых месяцев. Почему, опять-таки? Потому что есть значимый интерес и со стороны инвесторов, со стороны банков к этому надежному активу. Да, если говорить о локомотивах, о таких ведущих компаниях по золотодобыче, какие компании обеспечили вот эти объемы добычи золота в этом году? По сути, большинство компаний Якутии показывают рост показателей по добыче золота. Конечно же, среди них есть такие, которые известны только у нас в Якутии, а далеко за ее пределы, потому что отдельные из них входят в международные холдинги. И отмечу такие компании, работающие на территории наших муниципальных образований, как Полюс Алдан. Практически каждый месяц они ставят новые рекорды за счет внедрения новых технологий. Это компания «Золото Селегдара», работающая в Алданском районе. Это компания «Нерюнгри Металлик» и многие другие. Просто назвал основные, которые показывают на сегодня наиболее существенный рост. Если говорить о показателях, о прогнозируемых показателях в этом году, какой объем золота планируется добыть по итогам этого года? Интересный факт. Вот по итогам, я надеюсь, вы позволите мне вместе со зрителями сделать это отступление. По итогам прошлого года был поставлен значимый рекорд по объемам добычи. Вышли, практически приблизились к границе 36,5 тонн золота по году. То в этом году показатель и компании вместе ориентируются на уровень близкий к 39 тоннам. Мы ориентируем, что это где-то будет 38,7 тонн. Насколько это значимый показатель? В сравнении уже только с прошлогодним это плюс 2 тонны. А буквально еще 2 года назад не добывалось 2-3 года назад не добывалось и 30 тонн. А если взять в целом для отраслей, для всей этой отрасли по Якутии, то будет превышен рекорд 1975 года, когда было добыто максимальное количество золота на территории республики в 36,5 тонн. То есть вы видите, какие сегодня, благодаря обновлению техники, благодаря привлечению квалифицированных кадров, благодаря привлечению и переобучению местных жителей, которые получают достойную работу в этих предприятиях, какие ставятся компаниями, людьми, профессиональным свое дело в этой отрасли.
Максим Викторович, вот вы затронули тему о влиянии пандемии на эту отрасль. Давайте остановимся поподробнее на этом вопросе. Каковы перспективы в связи с этим, если пандемия, например, продлится и в 2021 году? Каковы будут перспективы отрасли золотодобычи в будущем году? Для информации для всех, вот когда пандемия только начала набирать обороты, на начало года цена золота составляла порядка $1500 за унцию. Буквально в середине августа был взят новый рекорд в $2000. То есть обосновывает, почему компания вкладывает средства, добывает повышенные объемы. То уже буквально на днях, эта динамика с августа уже начинает наблюдаться в связи с тенденциями, с укреплением экономики, с восстановлениями показателей в различных отраслях промышленности. И особенно, когда на днях прозвучали объявления от различных компаний о создании вакцины, прохождении ими определенных этапов испытаний, то цена золота ушла в категорию, в течение дней она, естественно, меняется, даже в течение одной торговой сессии, где-то в районе $1870. То есть снижение от максимальной планки уже порядка, более чем 5% происходит. То есть, соответственно, инвесторы видят, что вакцина создает возможности для применения как минимум в экстренных ситуациях, видят, что экономика начинает восстанавливаться, нужны, соответственно, средства, нужны наличные, необходимо обновлять оборудование, реализовывать торговые операции, и, соответственно, средства начинают перетекать и в реальный сектор, в экономику, и что скажется, соответственно, на курсе. Но я думаю, с учетом динамики, которая прошла в течение года, и несмотря на этот $1500, который был на начало 2020 года, это достаточно комфортный показатель для продолжения развития и вкладывания средств в геологоразведку нашим золотодобывающим компаниям, и точно так же развитие производства, увеличение показателей. Мы, кстати, рассчитываем, что буквально в 2022 году мы превысим историческую очередную планку. Компании это сделают и перейдут по объемам добычи за 40 тонн золота по году. Максим Викторович, поговорим о месторождениях, о Нежданинском. О нем много говорят. Какую роль оно играет сейчас в экономике республики и какую роль, по вашему мнению, месторождение может сыграть в будущем? Сегодня это значимая стройка, куда привлечено много сил, где задействованы многие подрядчики, в том числе и местные, где работают наши люди. Компания «Полиметалл» работает достаточно открыто. На территории республики организован филиал, который работает с нашими людьми. Они активно работают с органами и республиканской власти, и муниципалами, оказывают необходимое содействие. Я отмечу, что они одними из первых из компаний откликнулись в самом начале даже пандемии оказать помощь по закупу дезинфицирующих средств и продолжает оказывать это содействие. То в перспективе, возьмем следующий год, мы ожидаем к концу года запуск этого месторождения, а это означает порядка 500 рабочих мест. Это означает несколько сотен миллионов рублей налогов в бюджет нашего региона, и, соответственно, развитие сопутствующих отраслей. Потому что, когда наши люди зарабатывают достойные средства, а зарплата в золотодобывающей отрасли одна из самых высоких, соответственно, эти средства потом идут в наше муниципальное образование, в поселение и создают возможность развиваться малому бизнесу. То есть это только те последствия, которые создает развитие нового месторождения, наверное, то, что более всего и волнует ваших зрителей. Глава Якутии недавно выступил с инициативой отмены региональных льгот для золотодобывающих предприятий. Будет ли это принято и как сами компании отреагировали на такие планы? И не скажется ли это на инвестпланах компаний? Как думаете?
Вы имеете в виду региональные инвестиционные проекты, правильно? Все верно. Да. Эта инициатива, вот буквально на днях состоялось заседание Илтумен, до этого работали комитеты, депутаты тоже поддержали эту инициативу. О чем она говорит? Да, повышается кратно требования компаниям, которые вкладывают инвестиции на территории именно золотодобывающей отрасли. То есть если раньше было на необходимые минимальные инвестиции для регионального инвестпроекта 50 миллионов на 3 года, то сейчас это 500 миллионов. Если на 5 лет планка была в 500, стало, соответственно, в 5 миллиардов. Насколько это правильно? Дело в том, что из 16, по-моему, по памяти, да, говорю, региональных инвестпроектов на территории республики 14 относятся к золотодобывающим компаниям. Соответственно, они имеют льготы по налогу на прибыль. В течение первых 5 лет обнуления и затем повышения, то принимаемые меры, они, соответственно, повышают этот порог до 10%. Это в части региональной льготы. Поддерживают ли это компании? Здесь у медали всегда две стороны. Мы прекрасно понимаем, что компании могли использовать эти средства, которые у них высвобождались, и рассчитываем на вложения в свои активы, в увеличение производственных показателей, но в то же время это должно положительно отражаться и на регионе, на поселениях, где они ведут свою работу. К сожалению, это далеко не так. Объемы могут увеличиваться, а простые граждане, муниципальное образование, регион этой отдачи от компаний, воспользоваться этим правом, от многих компаний не ощущали. Поэтому, конечно же, было много обращений и от граждан, депутатов, и эта инициатива была поддержана. Тем не менее, учитывая, что золото – ликвидный актив, о чем мы сегодня уже в начале разговора нашего с вами обсудили, и созданием других возможностей и административной поддержки, снижения административных барьеров на территории нашей республики, я думаю, что Якутия продолжит оставаться и будет только укреплять свои позиции как инвестиционно привлекательный регион. Максим Викторович, благодарю вас за беседу, за уделенное время. Пожелаем удачи нашей промышленности, в частности, золотодобывающей отрасли. Спасибо, удачи вам в работе. Спасибо вам и вашим зрителям. До новых встреч. Это была программа «Актуальное интервью». Встретимся в ближайших выпусках. Берегите свое здоровье. До встречи.